Конечно. Ну, основу светской этики, конечно, прочитайте, это там проблем нету. Так, Колеск. Людмила Александровна наша Горжеева, да? Ага. А вы же наша выпускница же. Да. Ага, исторический факультет. Ты думал, где я вас видела. И это, ну, надо это, чтобы основу религиозной культуры, основу мировых религий хотя бы, чтобы заложить. Когда вы будете, у вас объектов просто море. Колинская первая школа, да? Вторая школа, ну, неважно. Там она невероятна. Так. Арефьева Ольга Алексеевна, ты? Это вы. У вас факультет другой, однако. Вы какой закончили? ФНО. А? ФНО. Ну. Это я же с исторического факультета, поэтому это поняла, что. И ваш вот направление тоже, чтобы вторая школа, основа религиозной культуры как минимум, если, а лучше было бы, конечно, один человек, вот вы, например, взяли в основу православной культуры, да, а вы в основу буддийской культуры. Если бы вы так пошли бы в тандеме, из вас уже получился бы толк. От обеих, кстати. Это же наши выпускники. Спасибо. Ну, правда говорю, и вы... Мы тоже выпускники. Мы молоденькие. Так. Вера Чингисовна Федорова. Ага. Там у вас народ сборный, да? Ага. А ислам не это? В Северобайкальске 60 детей, сейчас уже второй класс, и сразу запросили это ислам. В прошлом году. И у нас Гонгорова, Сержант Сергеевна, Крылья. Это вы, да? Тоже светскую этику хотят, да? Ну, у нас она ведется. Мы уже ведется. Ага. Ну, перед нами, которые классы идут, они ведут основу светской этики. Чутрина Марина Владимировна, Заиграева. Где? Вы. Ну, там тоже у нас ведут светскую этику. Тоже светскую этику. Кстати, Заиграева, например, из Заиграева у вас есть люди, которые скульптор Фалькин Сергей. Слышали такое? Я его работы неожиданно увидела. Можете не включать, потому что это у нас... Ну, можете не включать, потому что все относится к религии. Фалькин Сергей Владимирович, вот галерея искусств народов Азии, запишите себе. Просто для интереса. Мы практические занятия, Вадим Викторович, я хотела отвести, например, на разные объекты. Улица Ленина, 42, есть галерея искусств народов Азии. Фалькин Сергей Владимирович, по-моему. Ну, это я для этого, девочка пришла, наша тоже выпускница. Помогите, потом прочитаете. В галерее искусств народов Азии я увидела скульптуру, маленькую такую небольшую скульптуру Николай Чудотворец. И написал ее, то есть не написал, скульптор что это, Ваяев. Николай Чудотворец. Фалькин, он сам себе рус. То, что к образу Николая Чудотворца отнесся неплохо. Но интересно, он его расписал как этого, как восточного старца. Тут что-то одно. Как восточного старца. Вот в этой галерее. Сейчас я готовлю такую статью. Вот когда русский человек, например, да, он вырос в 1955 году, вот, Заиграя Фалькин, Сергей, я посмотрела, он член Союза художников и скульпторов Российской Федерации, живет сейчас в Санкт-Петербурге, и, конечно, у него выдающиеся работы. И вот когда эту работу увидела, например, да, я сначала возмутилась. Николай Чудотворец, например, кто знает, это святитель Николай Угодник,
Николай Мерликийский, все его почитают, буряты, калмыки, русские, там, все почитают во всем мире. И действительно чудотворец. А когда увидел, что Фалькин родом из Заиграева, и написал Николай Чудотворец, это скульптура в бронзе. И там сидит как бы на берегу, ну, вот такой человек, и держит раковину возле уха, и вот все очертания лица восточный тип. Но бурят не бурят, на восточный тип. И потом как бы плечи и так далее, да, образуют далее как бы пещеру, и вход в пещеру, например, помните, у нас есть, ну, сараи, например, или же калитки такие из неиструганных досок, как бы с планок, скрепленные металлической ковкой ручной. Ну, вот, она из бронзы изготовлена точно такая же, как во всех деревнях, например, встречается, в Тунке, например, в Аргузне, в Джилинде, где угодно, как бы начало 20 века. И я сначала возмутилась. Ну как это? Николай Чудотворец, у него образ, например, канонизированный христианством в целом. Есть иконы, есть скульптуры. Я, например, в городе Бари видела скульптуру Николая Чудотворца. Это на его родине, там, где он погребен. А Николай Чудотворец в 2004 или 2007 году Церетели, скульптор, известный скульптор, и вручал президент Путин этому городу, стране, такая большую монументальную скульптуру. Ну и есть другие скульптурные композиции. У нас, например, в музеях такие небольшие деревянные, например, да, иконы, конечно, в храмах сегодня есть. А я была немножко так, это человек, который немного занимается религией, была сначала возмущена, потом недоумение, почему Фалькин, почему Заиграева, русские, значит, и почему здесь находится в галерее искусств народов Азии. Там рядом восточные коллекции, то есть коллекция современных наших дарханов, Ирхим Дархана и Волгинского Дацана. Это небольшие скульптуры, начиная от Будды, заканчивая знаками зодиака. То есть весь, вы вообще видели вот эту коллекцию? Если мы, наверное, будет время, сходим, мы с вами посмотрим. Это как раз к вопросу о буддизме, как раз, когда эту тему будем с вами рассматривать. Но я хочу сказать, что где этот... Я потом поняла, почему он так написал. Почему образ Николая Чудотворца, например, да, почему такой восточный такой лик он получил. Потому что Фалькин, он вырос за Заиграева, и это бурят-монгольская рефлексия на образ Николая Чудотворца. Это означает, что человек, который вырос в этой среде, там, где бурятские улусы, жизнь бурятских сел и деревень, все вместе, когда перемешано, например, да, но он хорошо, он один из выдающихся сынов бурятской земли, Байкальского региона, и действительно сумел, как бурят посмотрел, как буряты, например, или намады Байкальской Азии посмотрели, и вот святитель, христианский святитель, он как раз в таком образе предстал. Вот это, я бы сказал, об синкретизм, но высочайшего, наверное, уровня в культуре. А сейчас, когда говорю, что надо основы мировых религий или основы православной или буддийской культуры вам читать и проводить, да, почему я говорю, чтобы хорошо Фалькин, скульптор, виднейший скульптор России, например, он произведение искусства создает в камне и в бронзе, а у нас же произведения искусства в социальных сетях же другие подают. Например, года 3 или 4 тому назад один из студентов нашего вуза в социальных сетях, например, в крещенские праздники, в крещении сделал неподобающие картины, перепост он сделал. И вот, то есть, возможно, он бурят по национальности, а возможно нет. Но, во всяком случае, православных христиан, например, он решил тем самым обидеть. Вот этот был такой момент. И вот это, если мы сейчас, например, не будем вести такого рода предметы, основы действительно религиозной культуры, то мы в будущем можем получить и вообще можем
конфликтной ситуации на религиозной почве можно получить. Поэтому имейте в виду. Ну а теперь давайте тему дальше. И я почему специально подобрала много цифр и данных бывает, например, да? Почему надо, у меня сейчас, почему надо изучать религию? Сейчас вы эту таблицу взяла, да? А, ну, хорошо. Почему надо изучать? Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели таблицу. Видите? Мировое население уже миллиардов у нас идет, например, да? И каких только религий нет, да? 80-е годы, 93-й, 2006 год. Фактически изменения, где в плюсах идут, например, да? Где идут даже и с минусов. Но я хочу сказать, что хорошо, что с одной стороны есть религиозные предпочтения, 4 мировые религии, да, занимают лидирующее положение, да? Но вы же знаете, что когда религиозные ситуации вам рассказывали, когда в 1990-е годы был убран железный занавес и появился закон о свободе совести, тогда же миссионеры всех различных толков хлынули на просторы бывшего Советского Союза и сегодня стран СНГ, и на территории России тоже. И вот здесь вы, когда прочие религии, например, да, нерелигиозные группы, вот эти, когда мы смотрим новые религии, это невероятно много различных толков. Я просто хочу один такой пример привести. 2 миллиона жителей только в Монголии, да, потому что это одинаковое. 190 или 200 религиозных организаций зарегистрированы. А у нас сколько зарегистрировано религиозных организаций на территории? 186. Тоже до 200 почти идем. А у нас нету с вами, ребята, миллиона жителей. Это о чем говорит? Это невероятное понятие духовной безопасности, например, да? Вот почему главы конфессиональных институтов в регионе, например, православие и буддизм, они просто настаивают, чтобы каждый, например, носитель традиционных религиозных институтов, чтобы они шли кто в церковь, что в датсан. Вот, хотя они в СМИ, например, не пишут, но во всяком случае я через социальную сеть, например, когда я смотрю, хотя они так не говорят, это мы с вами, специалисты, мы прислушиваемся, делаем анализ. Они напрямую, конечно, так не говорят, но предпочтение, чтобы носители традиционной культуры, они оставались в лоне этой традиционной культуры и традиционной религии. И вот, конечно, есть опасность с миграцией населения, Таджикистан и так далее. Но еще страшнее, например, такое, наверное, когда я на территории Монголии в 1992 году 2 мужчин и женщину, как туристов, увезла, меня попросила туристическая организация, увезла, у них было 2 чемодана. Ну, я думаю, ну мало ли что у туристов 2 чемодана, больших. Мы летели чартерным рейсом Улан-Удэ, Улан-Батор. И думаете, кого я привезла туда? Мормоны. Муж с женой с Молдавии приехали. И я думаю, что они, что они мормоны, для меня это было как, ну, непонятно, кто такие. И потом оказалось, в гостинице обзорную экскурсию, как обычно, провела. А потом они каждый вечер, мы были неделю там, каждый вечер приходили молодые монгольские ребята. И они там беседовали и давали книгу религиозного содержания церкви, данной церкви. И, пожалуйста, и я потом решила спросить, а как вы узнаете их, как они к вам приходят? Они сказали, что с 90-го года, конца 80-х годов, проводили курсы английского языка бесплатные, чтобы, когда они ездили на территорию Европы, в разные вузы, университеты и так далее, оказывали финансовую помощь и поддержку по разным студентам.
И у них, у всех телефоны и адреса они брали. То есть не они сами, эти два человека, это два человека, которые они просто как бы им дали вот телефоны, вот литература, вот пожалуйста. И вот так я своими собственными руками миссионеров, мормонов через Россию я провела на территории Монголии. А таких было только $2 миллиона по тем временам. Католический храм был построен на территории города Улан-Батор. Я уже о других не говорю. И вот православный священник, отец Алексей Трубач, и сегодня, который работает более 10 лет в монгольской среде, он знает монгольский язык. Он создал, например, хоккейную команду Монголии на чемпионате мира, выступает. И он говорит, конечно, я не собираюсь вот обращать монголов в православие, как раз я-то здесь работаю для того, чтобы те русские, сербы из стран вот, Восточной Европы, которые находятся здесь, окормлять эту паству. А так общаюсь, говорит. И вот, что удивительно, он как раз рассказал, что 196 религиозных организаций, они все прозападные. Ну и с Южной Кореей тоже есть. Они тоже. И вот получается, страна традиционно буддийская и, ну, может быть, частично и шаманская, например, да, с традиционным верованием, а они на сегодняшний день каких только религиозных толков нету. И в основном нео, то есть это новые религиозные. И сейчас сказать, что ситуация, например, у нас на территории Бурятии точно такая же. Может быть, немножко так, может, более консервативная, возможно. И поэтому, и вот если эту карту, мы посмотрим таблицу, например, и реальную ситуацию, пожалуйста. И вот, и последнее, что хотела по этому эпизоду сказать, что отец Алексей Трубач, он как раз сказал, что вот ваши мормоны, которые к нам привезли, я рассказала эту ситуацию, это, вы же знаете, что мормоны, штаб-квартира находится в штате Юта. Это недропользователи. И, конечно, они будут стараться. Это же я 10 лет тому назад разговаривал по этому поводу. Статью писала на конференции в Монголии, среди монголов я выступала. И что у вас столько религиозных организаций, ну и так далее. Вообще ситуация очень сложная. И вот поэтому, конечно, вопросы религиозные, они становятся достаточно актуальными. Они будут актуальны. Поэтому я вас призываю, вот, основы традиционных верований, чтобы вы родителям давали, родителям, ну и детям тоже. Давайте напишем темы следующей лекции у нас. Специально назвала «Архаичное верование бурят». На каждом перевале встречаете. Я не стала говорить, что встречаете. Вы знаете об этом, да? То есть как бы незавершенное это. И эту тему обязательно решила затронуть, уже в предыдущем, как раз мы говорили, эту тему я подала с точки зрения, как исследовано, какие исследователи есть. Я знала, что с Сункинского района обязательно будут, например, да, еще с других районов нашей республики. Какие у нас были исследователи и как они рассматривали тот или иной вопрос. Я постараюсь. Кто знает, что такое або, тахилон? Або? А? Ну вы все, в принципе, знаете. Вы сами ходили? Сами ходили и знаете, да? Все у нас мама сегодня. Ладно. Вот здесь запишите святые места Або. Располагается среди высоких гор, вдоль широких рек, озер, причудливо сложенных скал. Кто мне расскажет про 5 пальцев, которые в Мухошибирском районе есть, да? Это причудливо сложенных скал, удачно высящихся деревьев, и имеет величественные имена, что порождает чувство прекрасного и поклонения.
еще раз зачитаю. Святые места Або располагаются среди высоких гор, вдоль широких рек, озер, причудливо сложенных скал, удачно высящихся деревьев, и имеет величественные имена, что порождает чувство прекрасного и поклонения. Здесь хочу сразу дать объяснение этому тексту. Або – это как бы куча камней сложенных. Это ранее. На сегодняшний день вы знаете, что это Або у нас? Это субурганы, своеобразные культовые памятники в буддизме. А почему так получилось? Вот это Або, которое описывает Тарас Максимович Михайлов, один из исследователей, он обследовал ее в середине 20 века. Почему такой текст идет? А на сегодняшний день, и даже и ранее, на месте вот этих причудливо сложенных вот таких куч камней, и на сегодняшний день тоже они есть, но в основном строятся субурганы, ступы, буддийские ступы. Буддийские ступы. И когда мы, например, в литературе, в научной литературе давно известно, что почему буддизм получил распространение среди бурят в 18-19 веках. Ну, может, еще ранее, 17 век. Я, например, поэтому один священнослужитель, сейчас скажу, выпускник нашего Бурятского госуниверситета, русский по национальности, отец Алексей. Ну, он филолог, очень грамотный такой человек. И вот он пишет диссертацию на тему, как у него сформулировано, до конца не знаю, почему буряты приняли буддизм, а не православие. Потому что он-то объясняет, что пришли одновременно 18 век, здесь пересеклись, значит, на территории Байкальской Азии буддизм и православие. Почему буряты приняли буддизм? Вот ответ-то кроется вот в этом, что буддизм, пантеон буддийских божеств и пантеон буддийских мест и территорий сакральных, он включил как раз вот эти Або, почитаемые места, горы или традиции почитания. И вот когда мы сейчас без ума с Сагалом празднуют это Саганов Бугун, например, да, а это же, по сути, архаичное верование бурят или же жителей Центральной Азии, хозяин горы, хозяин места Саганова. А сейчас как Дед Мороз и как угодно там, какая интерпретация идет. Ну, то есть достаточно интересно. Ну, все это, ага. И вот это, вот такого рода моменты, конечно, вы должны знать. Это, вот этот момент вы даже объяснять не будете, но почитание и поклонение, да, доминанты, например, гор, какая гора, например, в той или иной местности, в Кырене, в Тунке и так далее, вы все равно должны будете объяснять, почему это. Если вы не знаете, значит, со стариками разговаривайте. Вот. Древние люди считали, вот очень хорошая формулировка, древние люди считали, жители этих территорий, что там, например, почитаемая, скажем, гора такая-то, хозяин такой, например. Я знаю, что Гениндар Манацев, этнограф, исследователь, сотрудник Бурятского научного центра, в середине 20 века, в 1940 году, он объездил практически многие территории на вообще Бурятии и описал почитаемые места, горы. И вот на 70-м километре к востоку от Улан-Удэ есть в районе Заиграева, кстати, вашего, есть Ижирхан, высокая доминанта, и существует предание, он это предание записал, что местная хозяйка горы Саган-Унды, когда она идет сначала в гости к Ижирхану, это ацагатская женщина, хозяйка горы, идет к Ижирхану, от Ижирхана потом идет на Альхон, Эхумбавайда, да,
И потом, когда обратно возвращается этот треугольник, получается, и по всей Удинской долине идут дожди. Она приводит дождь. И вот это предание и легенду Гениндарман Нацев записал. Итак, если вы, например, захотите где-то, запишите Гениндарман Нацев, если его книги изданные, дальше в литературе точный список, да, когда вы прочитаете, вы тоже поймете, и ваши горы все они практически описаны, кто и каким образом, о чем говорили старики. Теперь дальше. На что стоит обратить внимание? Всегда вас будут спрашивать, Сагалхан, что это, Сагалха, что это. И начните, например, к истокам изучения, читайте Даржибанзарова. Даржибанзарова, потому что его книга «Черная вера или шаманство у монголов», и там как раз он, и в других своих работах он описывает впервые для российского, скажем, или европейского читателя, Сагалхан описывает. Он описывает больше его как, ну, я бы сказал, как народный или календарный праздник. И вот когда возле нашего Бурятского госуниверситета есть памятник, великолепный, кстати, хороший памятник, такой классический, я бы сказал, Даржибанзарову, и наши студенты, когда говорят, встретимся у Доржика, я просто говорю, ну как это, вы знаете, кто вообще такой Даржибанзаров? Ну так, ребята, давайте начнем с его трудов и так далее. Ну и тоже умилительно встретимся у Доржика тоже. И я так с листом уже мы начали говорить, давайте, как вы не знаете, что ли, памятник Доржику? И так таксисты смеялись. Вот потому что это первый бурятский ученый с европейским образованием. Здесь я тоже даю это литературу уже тоже возьмете, каким образом описывает и шаманство, и Сагалхан Даржибанзаров. Теперь следующий исследователь, кто писал вообще о шаманизме и обряды, а вот Ахилон, это Гамбажап Цыбиков. Гамбажап Цыбиков у нас уроженец откуда родом? Кто-нибудь помнит? Вот здесь Гамбажап Цыбиков. Вот. Вот студенты наши говорят, я что-то помню зелененькую или синенькую книжку Гамбажап Цыбиков. Я говорю, ну давайте, ребята, будем изучать. Гамбажап Цыбиков, вы знаете, что он член Русского географического общества, был автор книги «Буддист-паломник у святынь Тибета», но и тем не менее он очень много, но немного, а вот Ахилон, это он описывает. И вот я, например, когда читаю о нем, и как он описывал, что он на перевале чуть, когда возвращался, у него же был фотоаппарат, он первые снимки Тибета и тибетских монастырей, когда он заснял, он же делает это украдкой. Он нас, по сути, он был, конечно, я бы сказал, ну, разведчиком, ну, в нынешнем нашем понимании. У него было конкретное задание от Министерства иностранных дел, от военного ведомства, чтобы вообще понять, что такое Тибет, Тибетское Нагорье и, конечно, буддийские храмы и монастыри. У него великолепная, конечно, работа, и он тоже описывает работу Ахилона, это как проводится. Следующие, например, работы автора Цивенджам Сарано, «Следы шаманства аргинских бурят». Вот эти работы, которые более раннего, это самое, у них язык изложения достаточно интересный, и для вас он будет понятен. И почему надо действительно, например, происхождение ангонов, скажем, автор связывает с конкретными хозяевами этих мест. Ангон Ундырызын, Шалсаны Бурылва в этом Кижингинском районе, да? Ангон и Хошингот с 13 наемными Арвун Гурвун обитающих вокруг озера Байкал.
и так далее. То есть это достаточно ранние работы. Вот Генинерма Нацева, о котором я вам говорила. Но сейчас его опубликованный архив есть. Но еще, конечно, очень ценные сведения, конечно, идет о процессе ламаизации и шаманских культов. Есть уже более поздние работы Галданова Галина, Доломаистские верования бурят. Тоже можно посмотреть, например, культ пещер, как отражение культа богини Земли, например. Ну, а Ксения Максимовна Герасимова — это вопрос особый. Вы читали когда-нибудь эту работу? Ламаизм в Бурятии. Если вы хотите о буддизме понять все, например, от начала до конца, каким образом она имела распространение на территории Бурятии, какова его структура. И даже у меня один лама в 90-х годах, как-то он сказал, ну мы же знаем, что священники, священнослужители всегда считают, что когда мы с вами мирские люди, светские люди, начинаем рассуждать на религиозные темы, они это с неохотой воспринимают в целом. Вот они-то как раз, ламы, например, Ксения Максимовна Герасимова, считают, что достаточно, как бы вам сказать, лучше, чем она, о ламаизме, о буддизме никто не сказал на сегодняшний день. Но это было лет 10-15 тому назад. Сейчас, конечно, есть исследования, есть институты целые. Ну, вот. Теперь я бы хотела бы, чтобы вы обратили внимание на работу Тараса Максимовича Михайлова. Это человек, который, как бы вам сказать, посвятил, у него фундаментальный труд по шаманизму. Шаманизм в Бурятии, 1970-е годы издана в Академии наук. Человек, который обследовал тоже практически всю Иркутскую область, здесь, в Забайкалье тоже. Я, например, слушал его лекции. Это человек невероятно интересный. И вот я несколько лет тому назад шаманы Иркутской области в Бохане нас пригласили для встречи. Где-то было 50 человек, 30-50 человек на встречу. Что я могла интересного так о шаманах рассказать, о шаманизме, поскольку они все практикующие шаманы были. Но я рассказала, какие исследования, например, сегодня, какие были. И оказалось, что практически все, многие бывшие учителя, там, врачи, сельхозработники, которые уже в основном, может быть, и вышли на пенсию. И вот они все читали Тараса Максимовича Михайлова. В основном по его работам или же по работе этого Сергея Петровича Балдаева. Он тоже ученый в середине 20 века. Родословные хроники бурят, основная его работа. И вот это классик. Классик, я бы сказала бы, по-настоящему скрупулезный. И вот когда, например, кто-то был что на шаманском каком-то обряде? Были. А вот я тоже была давно, правда, это родственники моего супруга, где-то 50-70 человек было собрано. И была шаманка из Агинского округа, молодая такая, лето, поляна, значит, готовят к шаманскому обряду. Ну, это просто как зрительная, скорее всего, была. И, значит, забивали одного-двух баранов, однако, украшали березу. И как раз она входила в транс, когда она уже входила в транс, мне было вообще немножко жутко. И вот эти как бы действия, например, когда входит шаманский транс, например, идет, многие описывали, и в том числе, например, есть серьезные исследователи, есть просто слушающие, но я просто смотрела, конечно. Это достаточно сложное. А вот у Тараса Максимовича Михайлова, у него описано все ступени, все 9 ступеней посвящения в шаманы. Какие они должны быть. И вот здесь я тоже привела
можете потом посмотреть. Вам просто нужно знать об этом. Не обязательно, что вы будете рассказывать детям. Вот знание тех или иных традиций, обычаев, их корни, источники, конечно, для вас, для педагогов, тоже, несомненно, нужны. Так, что еще? По религиозные вопросы, конечно, Наталья Львовна Жуковская. Вот это ее работы посвящены вопросам синкретизма, шаманизма с мировыми религиями. Ламаизм и ранние формы религии тоже можно, вот авторы. Она жива, здорова, здравствующая, человек, который объездил много Бурятию. Есть исследователь сегодня, сравнительно молодая, Марина Михайловна Саднампилова. Вот она защищала доктор, что я дату уже официальным оппонентом я была на ее докторской диссертации. И человек, который работает вот здесь она жизненное пространство номадов, то есть кочевников в Центральной Азии. В основном она описывает культурный ландшафт, то есть какое пространство. Вот это очень хорошая вообще ее, если работы, хотя бы одну из работ найдете, да, для вас будет понятно, что хотел автор сказать. И вот вы ее глазами можете увидеть, что культурный, природный ландшафт Байкальской Азии, Байкальского региона, он был невероятно интересный. И что много было напластований. То есть пласты, например, древней культуры, потом идут уже мировые религии, и сегодня каким образом они подошли. Вы устали? Еще можем? Ну, Манжигеева, Павлинская. Кто у нас с Сакинского района никого нет, но Тункинской вряд ли вы должны знать, что Лариса Романовна Павлинская, она тоже ныне здравствующая ученая, она в бурятах написала много интересных работ. Но о монографии «Кочевника и голубых гор», о судьбе бурят, сайотов на территории восточных Саян. Она описала, конечно, все священные места Тункинско-Акинского региона, я бы сказала, нашего. Есть молодые, вот Ольга Шагланова, например, модель шаманизма тункинских бурят и культовых объектов. Вот, пожалуйста, вы ее читаете от вашего молодого исследователя, или же кто с Баргузина, например, или культовые места Баргузинской долины. Это молодые исследователи написали. Модель шаманизма, еще раз скажите. Модель шаманизма, еще раз скажите. Шагланова, да? Шагланова, ага. Посвящена изучению локальной модели шаманизма тункинских бурят и культовых объектов. А я сейчас дальше литературу я вам дам. Сыртыпова такие. Вот литература, пожалуйста. Так, где у меня? Шагланова. Не знаю, что ребенок у меня это. Шагланова. Ну, это я картинку, чтобы это... О чем идет? Ну, точно Шаглановой в списке литературы нет. Ну, найдите Ольга Шагланова. Вот литература, конечно, дана вся. Вот Культабо, Ангоны, вот Жуковская, ламаизм ранней формы, термины и так далее. Так. Ну и Бамбажак Цыпиковы, избранные труды. Сыртыпова, Селенхамды тоже действующий сегодняшний молодой сотрудник. Ну, молодые они, методика как бы исследований владеют, и в экспедиции ездят, собирают, и неплохо, конечно. А вот здесь я, то, что говорил, 8-9 ступеней, может просто, я читать не буду, можем
может, для интереса, потому что многие не знают, например, видят, знают, где зон существует такое, а не знают, что это. Вот это 9 ступеней посвящения, какие они могут быть. Можете почитать. Первый Явгумбо, второй Дахалгумбо, видите, Дугалгумбо. Ну, это такая специфическая, конечно, Хиситубо, Хорибутебо, Майхапшитебо, Дурумбо. Это написал все Михаил. Ну, здесь что будет. Так, сделаем такой небольшой перерыв, этнический и правовой статус. И когда я считаю, что сейчас только формируется вот институт шаманской традиции, где есть религиозная организация, где есть голова, где есть разделение по территориальному признаку, где есть уже культово-обрядовая структура, когда она сформирована, вот это, я считаю, уже сейчас институт. Только в конце 20-го, начале 21 века. Ну, наверное, религиоведы скажут, я-то занимаюсь культурой и религией, ну, скажем, в таком ракурсе. То, что говорила, что бурят-монгольская версия или же рефлексия на образ святителя Николая Чудотворца, это как раз вот как бы моя тема. Или архитектура. Ну, хорошо, сделаем 10. Вы